Да, я вот, когда первый раз с ним познакомилась, я сразу почувствовала, что он совсем другой, но не психобольной, потому что мы, когда рядом сидели, и никогда у меня такого чувства не было, что вот сразу близкий человек чувствуется уже, да, и когда он говорил, я посмотрела, вот иногда он меняется, как бы, когда он сердится, у него глаза совсем другие, и я когда увидела, когда, ну, такое, так получилось, что когда мы первый раз даже познакомились, мы просто чай пили, и кто-то позвонил, и он рассердился в это время. И его глаза были такие, ну, да, я даже побоялась на него посмотреть, и сразу узнала, что он не такой, как все. Но имеется в виду, что он производил впечатление психически здоровый? Нет, он очень добрый человек. И очень добрый, и очень эрудированный, и вообще с ним интересно беседовать. Я в Пынды летом ходила, когда он выходил, тоже встречались. Он очень слабый вышел, и мы ему помогли как бы со здоровьем. Ну, я же не одна хожу к нему. И зубы тоже, мы с ним вдвоем ходили, чтобы зубы лечить. Все знают, что у него. Второй раз, когда положили, свидание у нас было, у меня первое было в этот понедельник, а до этого мы просто ходили к нему каждый день. Он письма нам писал. И все, а вот теперь... Живую только вот? Живую только в этот понедельник. В понедельник я подошла и хотела встретиться в среду. Мне сразу разрешили. И когда я его увидела, ну, я ему не хотела показать то, что я тоже беспокойна, но он сразу видно, что его очень тщательно пролечили, не в этом положительном сторону, а в отрицательную. Он, конечно, меня узнал, мы переговорили немножко, его голос был очень хриплый, и он сказал: я слабый, поэтому тихо говорю. Почему так тихо говоришь? Я сказала: я не могу громко говорить, я слабый и все время забываю. И немножко поговорили, ну, о своем родственниках поговорили, ну, о своих друзьях поговорили. И где-то через даже 5-6 минут ему стало совсем плохо. И он успел сказать мне плохо, давайте потом. И при мне сразу ему стало совсем плохо, он стал дрожать, и все. Он ослаб, и его уже отнесли. Все. Мы с ним всегда нормально общались. Чаепитие у нас было, и со всеми он чаи пил, и вдвоем мы общались, и говорили о чем, ну, о ком угодно. Он много рассказывал о своем походе, я о своих делах. Мы все говорили, и с ним очень интересно, потому что он всю историю знает, и как человек очень привлекает, потому что он интересный, и с ним беседовать даже времени не осознаешь, сколько времени. Всегда хочется к нему идти и поговорить. По сравнению с тем, каким он был раньше, вы сейчас видите, он слабый, да, бледный. Похудел, может быть, не знаю, что там. Похудел, и его подстригли. Я спросила: а почему подстригли? Он сказал: силой подстригли. Угу. Обязательно процедуры, да? У них как в тюрьме, там, не знаю, да? Нет, я знаю, не обязательные. Администрация в целом не препятствует ли вам встречам с ним? Ну, мы каждый день ходим к нему, и вроде бы не препятствует, но нам не разрешает многое. Нам позволено принести только еду из магазина, даже из аптеки не разрешают. И все там смотрят, если там что-то похожее на домашнее, не магазинное, не берут. И нам сразу запретили мясо, колбасу немножко можно, и запретили молочное, все молочное. Я даже один раз перенесла им шиповник из аптеки, они мне обратно сразу дали: это нельзя. Не объяснили, почему нельзя? Просто Нет, нельзя. они говорят, просто нельзя. А когда вы с ним встречаетесь, вот вы сидите вдвоем или тут обязательно присутствует или персонал? Ну, один раз только мы встречались, и там сразу предупредили: вы вдвоем не можете встречаться, только с персоналом. Насколько я знаю, ходатайствовали о том, чтобы ему условия сделали лучше, да? Он был там в большой палате.
Ну да, я вышла на Тумусова, я написала там заявление, и летом тоже выходила через него, он очень помог при первом задержании. И сейчас тоже после этого мне разрешили вот свидание, и он лежал почти месяц с 25 больными пациентами типа. А теперь лежит с 16. Ну, это, конечно, тоже много, но они вроде бы спокойные. И Саша говорит, спокойные, ну, не такие, ну, там вроде бы. И когда я говорю с ним, правда, уже из палаты не говорят, его перевозят в комнату врача. Там тихо, поэтому тихо говорим. А до этого мы говорили в субботу, и там слышно было. Кто-то кричал, кто-то пел. Все это мешало. И я чувствовала, что рядом с ним пациенты находятся. А сейчас пациентов не слышу, но я же встречалась с ними и спросила, сколько вас? Ну, 16, нас мало, но я не могу спать. Не из-за того, что там шумно. Просто не может спать. Вот так и лечат. А почему не может спать? Ну, я думаю, из-за того, что они слишком хорошо его лечат, может, с этого не спит. Я же говорю, при мне ему сразу плохо стало, а сегодня тоже говорили по телефону, но мы в среду говорим уже при враче. Он сказал, что какое-то лекарство ему давали в тот день, из-за этого типа он потерял сознание. Поэтому это лекарство ему не дают, сказали, другое дают. Но это лекарство и то лекарство очень похожие. Все равно лекарства дают, и еще уже укол начали делать, а раньше не ставили. Сейчас уже укол ставить, и это, как называется, систему дают. И мне уже беспокойно, ну, я за него очень боюсь, надо ему помочь как-то, наверное. Он был здоровый до этого. Он просто другой человек, его надо вытащить из больницы, чтобы он же может дома и пролечиться. Раньше, после первого задержания, летом же его выпустили, да, и он дома лечился. Он и сейчас так может, лишь бы выпустили его. Сделайте что-нибудь, чтобы его выпустили из больницы, и он был дома. Ему вменяют то, что вот он применил физическое насилие в отношении сотрудника Росгвардии, да? Нет, он защищался. И все это знают хорошо. Он защищался. Когда мы зашли, дом был без... Ну, там все видели. И шкафа не было, и стола не было. Только остался кровать. Он чем размахивал, якобы говорят там, да, или что? Чем он может там размахивать? Ничем не может. Может быть, палкой или что-то у него там было. Нет, не может быть. Не, ну он же официально травмировал якобы сотрудника Росгвардии. Но защищающий человек-то может его ранить. Он же не хотел в больницу. Конечно, защищался. Раз ворвались в дом силой-то. И вот они предупредили. Завтра или послезавтра тоже должна встретиться в днях. Какой он будет, я не знаю. И сегодня, когда говорили, он сказал, встретимся ли еще. Точно так сказал. Значит, он тоже не уверен. Я это хочу сказать, что мы можем опоздать, что теряем человека.